Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Трудома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 5 августа. Это у нас пятница. Смотрим все знаки зодиака. Начинаем с овнов. Первые овны. 5 августа. Пятница. События дня для овнов. Покажите мне. Так, овны, смотрим, что у вас будет в пятницу, что за события. Первое, что вижу, свидание или приятная встреча. Может быть, в этот день солнышко нельзя. Успех, удача, успех. Замочек, может открыться какая-то информация, какая-то тайна откроется. Так, и смотрим горизонтали, вертикали. Угу. Метла еще есть. Метлу увидела. Метла может быть ссора небольшая, или еще она проигрывается как наведение порядков. Значит, смотрите, что получается в этот день. Приятная встреча, скорее всего, с утра. Успех. Да, все как-то вот для вас будет хорошо складываться. Затем, может быть, откроется какая-то информация вечером, и может быть небольшая ссора. Ну, или вы решите дома порядки вечером навести. Вот такая информация. Смотрите, все события хорошие, да, кроме как вот последняя метла выпала. Может ссору показывать. Благодарю за внимание. Овны, перехожу к тельцам. Так, тельцы. Смотрим. 5 августа, пятница. События дня. Тельцы. Покажите мне. Так. Ножницы у вас выпадают первым событием. Ножницы показывают решение вопросов, да? Отрезали и забыли. Поход в салон еще может быть. Так, счастье, удача, подкова. Удача на вашей стороне. Скользкое дело, рыба. Ага, смотрите, могла еще быть и, видите, новость. То есть, если вы увидели первую новость, тогда у вас новость проиграется. Но мне первый бросился взгляд первый на рыбку, поэтому ставлю рыбку. Скользкое дело. Слезы. Ну, слезы это могут быть результатом, да, вот этой ситуации. Например, если вас кто-то обманул, да, вечером вы можете, например, узнать об этом, ну и расстроиться.
прибыль, финансовые поступления. Так, и проверяем с вами горизонтали, вертикали. Горизонтали нет. Вертикали тоже не вижу. Получается, у вас 5 событий. Первое показывает, что решатся какие-то вопросы с утра в пятницу. Затем будет удача, поступление, финансовая прибыль, да, это из хорошего. И из минуса может быть какое-то скользкое предложение, обман и слезы из минуса. Но опять же, слезы могут быть и слезы радости, да, то есть так как они находятся отдельно от основных событий, возможно, они, да, ни к какому событию не относятся. Поэтому тут сложно сказать, как они проиграются. Это будут слезы радости или слезы грусти. Ну, надеюсь, это у вас будут слезы радости. Вот в пятницу вечером. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Близнецы. Смотрим. 5 августа. Пятница. События для близнецов. Покажите мне, пожалуйста. События для близняшек. Якорь. Ну, у якоря 2 значения. Первое, либо что-то получается закончить, да, поставить точку в каком-то долгоиграющем вопросе, да, то есть который вы там, не знаю, занимались месяца, может быть, годы, и в этот день можете поставить точку. Или это заякорились, да, то есть где-то бросили якорь и целый день, допустим, или полдня проводите. И тут уже вам может быть виднее, что это может быть. Деловое общение, удача, общение с друзьями, болезнь. Болезнь показывает либо плохое самочувствие, либо, может быть, например, с друзьями разговоры о болезни. Да, то есть или с друзьями посещайте медучреждения. Болезнь может еще показывать посещение медучреждения. И прибыль, поступления финансовые. Гости. Друзья, гости. Тайное свидание нельзя, потому что эта карточка уже зафиксирована этим событием. Значит, смотрите, смотрим еще горизонтали. Подарочек еще вижу. Подарок. Подарок, гости, друзья, может быть, как-то проиграется вместе. Здесь нет совпадений. Получается, у вас в этот день якорь. Показывает, что либо вы первую половину дня проводите где-то в одном месте, да, не перемещаетесь, либо вы что-то доделываете, заканчиваете. Деловое общение, получение подарка. Но иногда прогрузится как дарение, да, когда вы дарите, не вы получаете, а вы дарите. Общение с друзьями, удача, поступление финансов, какая-то тема связана со здоровьем, либо медучреждениями будет. И гости, общение с гостями, в гостях, да, то есть идете в гости, принимаете гостей.
Так что вот смотрите, да, замечательный день, все события хорошие, кроме непонятно, как проиграется болезнь, плохим самочувствием или просто посещение, да, медучреждения, может быть, какой-то плановый там осмотр, допустим. Благодарю за внимание, близнецы, и переходим дальше к ракам. Так, раки. Августа. Покажите мне, пожалуйста, события для раков. Августа. У вас может быть приглашение, вас куда-то позовут, пригласят в этот день. Тайное свидание, тайная встреча, пригласят на свидание. Ключик показывает, что все в ваших руках в этот день. Да, то есть для вас нет никаких преград, сложностей. Может быть, еще важный день. Гости нельзя. Подарочек. Приглашение и подарок. Так, смотрим теперь горизонтали, вертикали. Горизонтали нет, вертикали. Цыпленок по вертикали есть. Цыпленок показывает общение с детьми. Ну, то есть какое-то событие может быть связано с ребенком. Либо еще с семьей, да, то есть он показывает семейную жизнь. Если это не ребенок, то это какой-то член семьи, да, то есть и контакт, какое-то совместное действие может быть. Новость, получение новости. И здесь нет совпадений. Значит, смотрите, что у вас получается. У вас будет общение с членами семьи. Ну, чаще, конечно, показывает детей. А дальше приглашение, свидание может быть. Ключик показывает все в ваших руках в этот день. Да, какой-то может быть очень важный день. Подарочек и получение информации, новости. Так что, раки, смотрите, да, какой хороший день. Всех события положительные. Благодарю за внимание и переходим дальше к львам. Самое главное, ключик есть. Да, то есть... Так, львы. 5 августа. 5 августа, пятница. События для львов. Покажите мне, пожалуйста. События для львов. Конфликт выпадает. Причем эта карточка, я заметила,
сразу вылетела первая, да, то есть когда я только взяла колоду, какая-то или это, я увидела меч. Уже был намек, да, то есть она уже выпадала. Конфликт может быть с кем-то в этот день. Причем резкий такой, да, вот как из колоды выпала резко карта. Резкий конфликт. Неприятность. Может быть, это и будет, да, то есть неприятностью будет выяснение отношений. Или конфликт повлечет за собой неприятность, как результат. Гости показывает. Может быть, в гостях или с гостями. Якорь показывает, что можно либо что-то закончить, доделать, да, то есть, например, закончить отношения можно по якорю, да, настолько поругаться, что, скажем так, разрывать отношения. Или якорь — это еще где-то заякориться, да, то есть заякориться в гостях, провести много времени. Интимная связь, ну или желание отдохнуть, пораньше лечь спать. Череп — плохое самочувствие. Общение с детками, семейная жизнь, да, или какое-то событие, связанное, да, со всей семьей. Змея. Встреча с человеком-змеей. Возможно, конфликт будет, да, с этим человеком, потому что змея часто показывает длинный язык, да, то есть такой ядовитый, что-то человек может сказать такое вот едкое, колкое, обидеть может. Знает, как вас зацепить. Так, смотрим теперь. Ножницы. Ножницы — решения вопроса. Может быть, разрешение конфликта, как вариант. Сердце нельзя. Метлу нельзя. Здесь нет. Нет. И нет совпадения. Значит, смотрите, что у вас получается. Выпадает конфликт, выпадает решение вопросов, неприятность, общение с гостями, ну, где-то заякоритесь, либо что-то закончите, интимная связь, плохое самочувствие, общение с опасным человеком и какое-то совместное событие. С семьей, с детьми тоже можете где-то, ну, может быть, вот в гостях, да, будете вместе время проводить, может так. Так что, Лёшки, у вас день, смотрите, очень такой насыщенный событиями, и не все хорошие, да, то есть будьте осторожны, конфликты, неприятность, да, то есть, ну, в принципе, можно и избежать при желании, да, то есть если вы видите, что назревает уже конфликт, да, накаляется обстановка, можно прекратить общение. Неприятность то же самое, можно постараться избежать. Нужно просто контролировать свои поступки, действия, перепроверять себя, и тогда можно всего избежать. Благодарю за внимание и перехожу дальше к девам. Смотрим дальше. Девы. Августа. Августа, пятница. События для дев. Покажите мне, пожалуйста. Ух, какие непослушные. События для дев. 5 августа. Смотрим, девы. Очень интересно, что выпадет, потому что карты были непослушные. Падали, не хотели мешаться, были вредными. Общение с друзьями. Первое событие.
интимная связь. Какое-то событие, связанное с финансами, с деньгами. Траты, покупки, переводы. Да, то есть какие-то финансовые операции. Хорошие новости. Деловое общение. Событие может быть в этот день у кого-то, да, то есть какое-то мероприятие. Поездка, дорога. Может быть, событие и есть поездка. Да? Например, если у вас какая-то поездка в этот день, то событие показывает, что это и есть то самое событие. Смотрим горизонтали, вертикали. Нерешенный вопрос, цепь. Какой-то долго тянется, а никак вы не можете решить какой-то вопрос. Колодец нельзя. Здесь нет совпадений. Здесь нет карты, не можем проверить. Здесь нет. Здесь будильник нельзя, потому что эта карточка зафиксирована. Здесь нет. Нет. И колокольчик тоже нельзя, потому что зафиксирована уже эта карта. Значит, получается, что у вас в итоге? Общение с друзьями в этот день будет. Будет интимная связь. Будут траты. Хорошие новости. Деловое общение. Поездка. Событие. И какой-то нерешенный вопрос. Смотрите, да? Много событий. И в основном все хорошие, ну, кроме вот нерешенного вопроса только. Ну, ничего. Да, решите в другой день. Вот такая информация для вас делаю. Благодарю за внимание. Дальше перехожу я к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку вы найдете под этим видео в описании. Да, то есть, когда прокрутите вниз, там будет написана ссылка на вторую часть. Или же, как вариант, вы можете оставить запрос в комментарии. Вы можете зайти на канал «Мой Таро дома», найти там. Да, то есть, там есть все карты дня, все части, да, вот все, что я записываю, есть на моем канале. Так что выбор за вами. Жду вас во второй части.